Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Технические средства, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, предметы первой необходимости. Президент доставил остинским бойцам в зону СВО гуманитарный груз. День памяти. В Тинагаре вспоминают расстрелянных в 1991 году грузинскими националистами местных жителей. Вакцинация обязательна. В республике выявлен случай заражения корью. Вопрос, который остается в числе актуальных. Стаи бродячих собак вновь пугают жителей столицы. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев доставил гуманитарные грузы в зону СВО. Военнослужащим 4-й военной базы, добровольцам батальонов «Алания» и «Шторм» передана очередная партия помощи. Технические средства и предметы первой необходимости. Помощь была оказана с учетом пожеланий самих бойцов, с которыми глава государства всегда на связи. Алан Гаглоев снова выехал в зону СВО. Президент посетил расположение остинских бойцов в Мелитополе и доставил очередную партию гуманитарной помощи. Алан Гаглоев встретился с военнослужащими 4-й военной базы, добровольцами из батальонов «Алания» и «Шторм». После крепких рукопожатий у бойцов была возможность поговорить с президентом лично. Глава государства поздравил военнослужащих и добровольцев с наступающим праздником Победы. Гаглоев напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив героизм и мужество поколения победителей. «Сегодня и вы проявляете отвагу и с честью выполняете боевые задачи в зоне СВО», сказал президент. Глава государства всегда на связи с ребятами, хорошо знает, в чем они нуждаются больше всего. С учетом этого и был собран гуманитарный груз. Президентом было принято решение лично посетить расположение остинских бойцов, поддержать их морально. Гостям во главе с юго-остинским лидером все были рады. Это не просто неожиданно, но и возможность отвлечься от тягот службы, услышать новости из родной Осетии. В зону СВО был доставлен не только гуманитарный груз. Алан Гаглоев подарил одному из подразделений 4-й военной базы свой личный автомобиль. С наступающим праздником. Спасибо большое. Спасибо большое. Ранее президенту сообщили о том, что бойцы нуждаются в автомобиле типа пикап. Чтобы в сжатые сроки помочь участникам СВО, президент решил передать им свой личный автотранспорт. Командование подразделения выразило благодарность Алану Гаглоеву за оперативное реагирование. Командование 4-й военной базы благодарит президента Южной Осетии за оказанную гуманитарную помощь участникам СВО. Также в расположении остинских добровольцев находились бойцы отряда «Крым». Президент им передал технические средства, пообещав и дальше оказывать поддержку. Гуманитарный груз содержит технические средства, квадрокоптеры, тепловизоры, рации, генераторы, а также предметы первой необходимости, продукты питания, военную амуницию. Ребята поблагодарили президента и народ Осетии за всестороннюю поддержку. Продолжая славные традиции предков, наши воины также находятся на передовой, чтут традиции, воюют, никогда не поворачиваются спиной к противнику. И хотим передать большое спасибо осетинскому народу, всему,
в лице президента Алана Эдуардовича. Народ нас не забывает, все время поддерживает. И большое спасибо. Вместе победим. Это вторая масштабная партия гуманитарной помощи от президента. Кроме этого, Алан Гаглоев систематически оказывает помощь бойцам. Перед отъездом Гаглоев еще раз пожелал им стойкости, мужества и воинской удачи. Зраса Кузаева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня в Южной Осетии вспоминали трагическую дату. 28 апреля 1991 года в окрестностях села Тинагар произошла трагедия, которую невозможно стереть из памяти нашего народа. Грузинские неонацисты расстреляли 7 безоружных жителей. Каждый год в Тинагаре проходят траурные мероприятия. Памятный митинг посетил председатель правительства Константин Джусоев. В республике вспоминают страшные события 32-летней давности, когда от рук грузинских фашистов были убиты 7 жителей селения Тинагар Ленигорского района. Отар Маргиев, Гиви Бибилов, Славик Черткоев, Тенгиз Дудаев, Заур Отар и Таймураз Хубуловы. Ребята поспешили на помощь пастуху, которого грузины пытались угнать скот, но были расстреляны. В память о погибших в родовом селе установлен памятник, к которому ежегодно в день их смерти приходят родные и близкие, руководство республики, представители общественности. Память погибших почтили минутой молчания. На траурном митинге был отмечен героизм и бесстрашие ребят. Каждый должен знать, через какие испытания прошел осетинский народ и сколько судеб было погублено во имя свободы и независимости Южной Осетии, отметил председатель правительства Константин Джусоев. Для нас важно, чтобы в нашей памяти остались те трагические события, те люди, которые ушли из жизни, чтобы их имена навсегда остались в памяти народа. Подвиг тинагарцев навсегда останется в памяти, благородной памяти осетинского народа. Мы преклоняем головы перед родными и близкими погибших. Глава администрации Ленигорского района Иларион Гагиев в своем выступлении обратился к подрастающему поколению учить и знать историю своего народа. Abun mana çidarik de kırtımbalı, abun yungda, geregorenza, Çin'e bağıktayısınız nagan, mesela bunlar çidarikler, sanumora lekatsin kana. Hamaroftára is felviselezte, kadasztalap, tehát felmarad is, Gagan. Na sanovom sanumora, rec od svega može se da se gurnesti nagora mjesto is. Nanoham habarta fel a morta, úgyhogy sajnál fizetés, lehet utána monoszterek, Gagan, oftára is. В заключении траурного митинга по традиции в небо выпустили черные шары в память о жертвах трагедии, не имеющей срока давности. Анжела Кукоева, Ида Кочева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск «Сегодня». Мы обязаны сохранить память об истинных героях, простых гражданах, сложивших головы за свободу Отечества, за наше право жить на своей земле, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в связи с 32-й годовщиной Тинагарской трагедии. Факты бесчинств грузинских националистов в отношении осетин, зверских расправ над мирными гражданами, беззащитными стариками, женщинами, детьми и по сей день не нашли осуждения ни со стороны мирового сообщества, ни Международного суда. Преступления, совершенные Грузией, не оставляющие и сегодня свои реваншистские побуждения против Южной Осетии, не имеют срока давности. И все участники геноцида должны понести суровое наказание. К другим темам. Сотрудникам администрации Знаурского района представили нового заместителя главы. На заседании правительства на эту должность был утвержден Асламбек Цхавребов. Он много лет работал судебным приставом в Министерстве юстиции по Знаурскому району. И сегодня же состоялось расширенное совещание с участием руководителей управлений,
районной администрации. Были обсуждены планы на текущий год, а также представлены отчеты о проводимой работе. Кроме того, идет активная подготовка к 9 мая. Глава администрации обозначил сроки, когда все памятники воинам Великой Отечественной войны в районе должны быть приведены в порядок. Продолжаем выпуск. С улучшением погодных условий администрация Цхинвальского района приступила к плановым работам по строительству и ремонту сельских дорог. Строители управления ЖКХ района начали с села Приз. Здесь специалисты заняты ремонтом дороги, а также улучшением водоснабжения населенного пункта. Специалисты ЖКХ рассказали о дальнейших плановых работах в селах района. Сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства Цхинвальского района приступили к ремонту дорог в селе Приз. В первую очередь рабочие прочистили канавы вдоль дорог, чтобы вода не размывала полотно. Был проделан большой объем работ, так как сточные каналы местами заросли кустарниками. Сейчас сотрудники задействовали спецтехнику, выравнивают дорогу, а уже после начнут отсыпку полотна щебнем. Километр 300 метров. Не планировка кутаманайрен привычка калам шоу фаршинен олшидар синдака техника на номуне фала кутар хасса ма синдакайте. Ремонтируемый участок дороги связывает две части села Приз. Дорожникам предстоит выровнять полотно протяженностью 1300 метров. Еще одна группа рабочих жилищно-коммунального хозяйства района прокладывает водопроводные линии. В некоторых местах трубы приходится заменять полностью. Есть и участки, где рабочие устраняют утечки. По словам специалистов, воду сельчанам будут подавать по графику. На основную венгеле 10 километр 400 я протяженность трубы. Валия бокс вертам бокма боевис. Ну рис не размер зарун бокс не фалацин нам дун резервуаржи слабицам шди дун ма. مخفخ در کتم ها شافرش اینجا بختر شوجینیس و قلت ما يفتاش من أنا بقيت بابستم كان جستم يا خبر تمام وجي конкретно кущини кодом балафта. По словам инженера управления жилищно-коммунального хозяйства, в планах коммунальных служб Цхинвальского района в ближайшее время отремонтировать сельские дороги и улучшить водоснабжение в населенных пунктах Дампалет, Джер, Дменис, Вильда, Сарабук и Ортею. Работы плановые завершатся к концу года. Лена Газаева, Регина Черткоева, Алим Битаев. Информационный выпуск сегодня. Строители приступили к реализации поручения президента. У моста близ микрорайона Северный начались подготовительные работы под строительство нового мостового перехода. В целях безопасности специалистами принято решение параллельно старому мосту построить новый, так как на этом участке дороги из-за плохого обзора часто происходят ДТП. На капитальное строительство дорожной инфраструктуры финансовые средства будут выделены из бюджета республики. На данный момент геодезические работы были проведены, ведется подготовка проекта к окончательному его введению в строительство. Также на данный момент уже проведены подготовительные работы, это снятие растительного слоя на строительном участке. Предположительно, длина строительного участка этого объекта будет составлять около 450 метров. Ширина проезжей части будет около 8 метров. Также по заданию комитета Автодора конец всех строительных работ намечается на начало августа. В республике зафиксирован первый случай заражения корью. Вирус обнаружен у жительницы Цхинвала. Сотрудниками Югосетпотребнадзора предприняты необходимые меры во избежание распространения болезни. Однако глава ведомства предупреждает о том, что случаи заражения могут увеличиваться, учитывая, что в России фиксируют увеличение роста заболеваемости корью. Как себя обезопасить, выясняла Яна Плеева. Выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заражения корью. По эпидправилам больной должен находиться в изоляции или же при тяжелом протекании болезни госпитализирован в инфекционное отделение. Как отметила главный санитарный врач, на данный момент женщина, у которой подтвержден вирус, проходит лечение в стационаре, и состояние за последние пару дней значительно улучшилось. Кроме того, ведомство предприняло необходимые меры по недопущению распространения болезни.
Корь, конечно, нельзя спутать с чем-то другим заболеванием, и уже по клиническим признакам, которые выявили и наши врачи. Ну и, конечно же, мы вышли сразу в очаг, наши специалисты, собрали анамнез у данной больной. Были определены 3 очага, определили круг контактных, выявили их иммунный статус и уже из них отобрали тех лиц, которые должны были пройти экстренную иммунопрофилактику. Характерные признаки заболевания – высокая температура, кашель, слезоточивость, сыпь по всему телу. Однако даже при таких явных симптомах окончательный диагноз ставит врач посредством анализа. Корь является, как мы все знаем, детской болезнью, тем не менее взрослые тоже болеют. Причем именно взрослые переносят очень тяжело данную инфекцию. Бывает достаточно много осложнений от кори, особенно среди взрослого населения. Осложнения касаются центральной нервной системы. Инфекционное вирусное заболевание передается воздушно-капельным путем. Единственным эффективным методом защиты на сегодняшний день является вакцинация. Только таким способом можно избежать тяжелого течения болезни. Чтобы был эффект хороший, для этого охват вакцинации по кори должен быть не менее 95%, в идеале 98-100%. К сожалению, у нас нет такого охвата в республике. Так, по данным 2022 года, значит, охват вакцинации корью, значит, против кори составил 63,3%. После выявления первого случая заболевания корью высока вероятность дальнейшего распространения вируса, поэтому главный санитарный врач настоятельно рекомендует вовремя обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Также не следует сопротивляться санитарным мероприятиям лицам, которые контактировали с заболевшим корью. Яна Плиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск «Сегодня». Проблема бродячих собак вновь беспокоит схинвальцев. Очередные жалобы поступают в столичную администрацию. Разгуливающие стаи собак пугают не только детей, но и взрослых. Решить этот вопрос пытаются не первый год, однако проблема все еще актуальна. В вопросе попыталась разобраться наш корреспондент Зарина Кочьева. Весна – прекрасное время для вечерних прогулок, однако приятному времяпрепровождению горожанам мешают стаи бродячих собак. Именно в это время их особенно много. Они разгуливают в поисках пищи. Пройти мимо – настоящее испытание для любого человека. Голодные животные, как правило, агрессивны, поэтому риск нападения на человека возрастает. В профильные ведомства продолжают поступать жалобы от горожан с просьбами предпринять меры, а в медучреждениях фиксируют участившиеся обращения с укусами собак. Если посмотреть первый квартал уже текущего года, то у нас уже зарегистрировано укусов 129. Из них 25% это дети до 15 лет. Мы можем прогнозировать, что в конце года количество пострадавших от укусов будет больше, чем в 2022 году, если соответствующие службы не будут принимать радикальные меры. Игнорировать опасность, исходящую от бродячих собак, никак нельзя. Они могут стать переносчиками опасных вирусов, таких как бешенство. Надо создать питомник, вольер, не знаю, как хотите, так и называйте. Организовать вокруг этого все остальные мероприятия, да, не отстрел, а отлов. И так далее. Там много предложений. Да? То есть, собственно говоря, ничего нового не надо придумывать. Можно взять практики многих стран и максимально все, что можно в наших условиях, вот это применить. Я считаю, что данную проблему можно снять с повестки дня, просто надо волевое решение соответствующих служб. Мы будем выходить с определенными предложениями.
Проблему бродячих собак пытались решить неоднократно. Вопрос обсуждался на самом высоком уровне, однако до сих пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Между тем, их количество с каждым годом увеличивается. Вот и сейчас городские власти уверяют, проблема решается. Просто ben böyle işte Roysun meroşan boyunca, soğuksun meroşan boyunca, ne rozunu boyunca. Kem korostas da bombrinç, kem kotinatı bombrinç, zabruş kotinta dişler tecime, sen ne sorun boyunca. Ne dostu bu ne ben böyle işte matçı yarıcı tamam da kıytasın kavdarit kanışma. Böyle uşak oldu bu ne gün ne boyunca yolda mesela ne roşacım ne rotar botur kancına. Ben işte problem oltani. Тоже хурзоит мен одам да како си кој ме сакојте на сакуску доритку за ходтек. Меѓајко на ово енара оше гората да ме се фелдара се гусот процент just оше нихтиме. Проблема бродячих собак не теряет свою актуальность. Однако не меньшее беспокойство вызывают и домашние питомцы. На столичных улицах в любое время суток можно увидеть ухоженных собак, гуляющих без хозяев. Кыша ушванды одан медер нахошшавы шамайса көйтті тамозы. Билетіл жошы никті. Мәстігімті. Недер сәбәсті калсты недер нешіз. Мен өйдер олмадан дес бәлд учасковый тахистеріме. Шамай мен ашқаттадық кәнәмітті бойт кәнәм көйтесті. Мәтсен олысы олмы сұлғыныштық кәнәм шамайса көйті Batto ili ta kamit tamat semero kamit mal tloshiniku ma namurniko. Ашка студишаш шамай сканцаза штовкандистан. И если за бродячих собак никто не отвечает, то все больше вопросов к владельцам домашних питомцев, которые выпускают их на улицы без присмотра, подвергая опасности окружающих. Это уже ответственность их хозяев. Зарина Кочева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Цхинвальское музыкальное училище имени известного композитора Феликса Алборова отмечает юбилей – 55 лет со дня основания. За более чем полувека училище воспитало не одну плеяду известных музыкантов и исполнителей. Наш сегодняшний сюжет о Карине Саркисян, которая не один десяток лет проработала преподавателем класса фортепиано, щедро делясь секретами мастерства. Цхинвальское государственное музыкальное училище имеет богатую историю. Со дня основания преподаватели учреждения воспитали не одно поколение музыкантов высокого уровня. Одной из первых преподавателей и служителей храма Евтерпы является музыкант, пианистка, бывший директор училища Карина Дмитриевна Саркисян. Окончив с отличием в 1977 году Тбилисскую консерваторию, она по распределению была направлена в Цхинвал. Необходимо было отработать 2 года для того, чтобы получить диплом. И вот по этому поводу я попала в Цхинвале по распределению. А потом этот город превратился в мою судьбу. Я осталась здесь на 35 лет. И прошла все этапы. Профорга, зал отделения фортепиано, зауча, директора. Более 35 лет Карина Саркисян проработала в стенах Цхинвальского музыкального училища. Ее коллегами и наставниками были выдающиеся Феликс Алборов и Жанна Плеева. Доброжелательные, инициативные, талантливые личности. Работать с ними было большим подарком, отмечает Карина Дмитриевна. Все достойнейшие были люди, которые возглавляли наше училище. Это Русудана Афанасьевна Фетабурова, скрипачка высочайшего уровня. Безусловно, основатель училища Феликс Шаулович Алборов, собственно, мне с него надо было начинать. Безусловно, знают все, что это выдающийся композитор и деятель астинской культуры. Это Павел Борисович Битиев, тоже внесший большой вклад в астинскую культуру. Это Астин Тымбулович Парастаев, Георгий Сардюнович Тедеев, Жанна Васильевна Плеева, тоже выдающийся композитор, общеизвестный. То есть случайных людей здесь не было. Карина Дмитриевна прошла путь от преподавателя до директора музыкального образовательного учреждения. 11 лет заведовала учебной частью и 9 лет была директором. Ее ученики известные в Южной и Северной Осетии музыканты.
В Владикавказе в оперном театре работают мои ученицы в качестве концертмейстеров Диана Бесдаева и Улана Ванеева. Дальше Жанна Гагиева, директор, она моя ученица тоже, у меня заканчивала училище. Дальше, кто еще? Вы знаете, практически все ученики, к моему счастью, продолжают находиться в музыке. Последние годы Карина Саркисян живет в северной части Осетии, но при каждом случае находит время приехать в Цхинвал, побывать в родном училище. Карина Дмитриевна приехала и на празднование 55-летия музыкального училища и примет участие в торжественном концерте. Эльвира Тибилова, Ринат Медоев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 29 апреля. Завтра в республике будет пасмурная дождливая погода. В Знаурском районе днем 19 градусов тепла, ночью плюс 8. В Дзаусском районе днем плюс 18, ночью плюс 9. В городе Куайса днем плюс 16, ночью 7 градусов тепла. В Ленигорском районе днем плюс 20, ночью плюс 10. В столице республики в Цхинвале днем плюс 20, ночью 9 градусов тепла. В 20:30 с новостями на остинском языке вас познакомит моя коллега Ирина Габараева. А у меня на этом пока все. Я благодарю вас за внимание и хороших вам выходных.